Здравствуйте! В эфире новости телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Кашпукол. Сегодня в выпуске. В Кызылском районе прошла вторая традиционная тувинская свадьба. Молодежный форум «Команда Тувы-2030» завершился. Бесплатное дополнительное питание. Кому оно полагается и куда обращаться. А теперь об этих и других событиях более подробно. Президент России Владимир Путин снова провел активный отдых в Туве. Ранее сообщалось, что по дороге на Дальний Восток глава государства принял решение, несмотря на крайне напряженный график, совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку. Здесь президент побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам и протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам. В одном из горных озер ему на маске установили специальную камеру, поэтому есть достаточно уникальные кадры его подводной охоты на щук, как говорится, от первого лица. Президента в этом кратком путешествии сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шалбан Караул. К другим темам. Во время беременности и после родов доктора подробно рассказывают о правилах кормления ребенка и ухода за ним, но не часто упоминают о возможности получить продукты для малыша бесплатно. Поэтому для большинства такое понятие, как молочная кухня, неизвестно или осталось в забытом прошлом. Тем временем в ряде регионов России, в том числе и в Туве, оказывается помощь в виде дополнительного питания. Кому она полагается и как получить, узнавала Диана Баянбагус. Согласно приказу Минздрава Тувы о дополнительном распределении питания для детей из малоимущих и многодетных семей, а также кормящим и беременным женщинам, положена выдача смесей, каш и молочной продукции. В Туве бесплатное питание отпускают 2 раза в год. В этом году первая выдача началась с 7 июня. Всего на эти цели ежегодно из федерального бюджета выделяется свыше 8 миллионов рублей. С 2017 года поступило дополнительное питание, то есть это смеси детям до 6 месяцев. Именно поступили Беллак, Нестажен-1. Поступило в количестве 2000 штук. На данный момент мы уже раздали эту смесь в количестве 1700 штук. Для детей старше 6 месяцев также поступили смеси вот именно этих же фирм, то есть Беллак, Иммунис и Нестажен. 2+, тоже раздали детям. Также дополнительное питание для кормящих и беременных женщин из категории малообеспеченных и многодетных. Выдается молоко и кефир. Распределение дополнительного питания формируется в Республиканской детской больнице из общего числа заявок, поданных участковыми врачами и педиатрами. Как говорят родители, в детских поликлиниках смеси и каши врачи выдают не по возрасту. Дети питались хорошо, кушали их. Дети, малообеспеченные дети должны получать, наверное, вовремя, каждый месяц. Мало дают. Смеси и каши нам было недостаточно. Детям не подходит по нормативу. На каждом участке есть свой список малоимущих и многодетных семей. Никаких специальных документов, подтверждающих социальный статус, не требуется, уточняют в Республиканской детской больнице. Мамам, которые находятся на грудном скармлении, молоко 5 литров и кефир 2 литра. То есть вот пишем рецепты, и они сами уходят и все забирают в созерали. У нас на нашем участке социально неблагополучных 2 семей, но они уже большие. Социально малоимущих семей больше 40 семей. И все они получают. Потом дети, находящиеся на искусственном скармлении, получали смеси Нестажен, у нас был Беллак и каши. Каши умница и каши фрутоняня. Врачи-педиатры при патронаже выявляют неблагополучные семьи самостоятельно. Что касается кормящих матерей, то они имеют право на 5 литров молока и 2 литра кефира. Всего за год выделяется 5 тонн 502 литра молока и 2 тонны 520 литров кефира. Выдача бесплатного дополнительного питания организована в Центре социальной помощи «Сайзерал» каждую субботу с 8 до 12 часов. Диана Баянбагус, телекомпания «Новый век».
Минфин России подготовил проект поправок закона об ОСАГО, которые призваны защитить интересы автовладельцев, сообщает «Коммерсант». Министерство предлагает запретить страховщикам повышать тарифы во время переходного периода и дать возможность только снижать их. По проекту Минфина Центробанк будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а конкретное значение будет формировать страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, цели его использования и вида собственника. Также отмечается, что страховые компании смогут вводить понижающие тариф-коэффициенты, связанные, например, с манерой вождения. Предполагается, что отслеживать стиль езды будет специальное устройство, которое страховщик сможет установить на автомобиль клиента. Для размеров коэффициента будут иметь важное значение езда на красный свет, превышение скорости и прочие нарушения. Ведомости также предполагают сделать доступным для автовладельцев 3 варианта страхового полиса с выплатами до 2 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 60 рублей 33 копейки, а евро 71 рубль 69 копеек. 4 августа в Чахольском районе был задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Позже было возбуждено уголовное дело. За последние годы в республике наблюдается тенденция значительного роста преступлений, совершенных в отношении представителей власти. Эту тему обсудим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Министерства внутренних дел по Республике Тыва, подполковник Артыш Вячеславович Кыргыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Артыш Вячеславович, расскажите, пожалуйста, про случай, который произошел 4 августа в Чахольском районе. Вот действительно у нас произошел инцидент за сотрудником полиции, участковым уполномоченным, который находился при исполнении своих служебных обязанностей по охране общественного порядка при проведении праздника Надым. Был замечен гражданин, который находился в общественном месте в нетрезвом состоянии, нарушал общественный порядок. Чтобы составить в отношении его административный материал, он доставлялся в пункт полиции на служебной автомашине. Внешне он был досмотрен перед тем, как был помещен в служебный автотранспорт. При следовании к пункту полиции он ударил сотрудника полиции в затылочную область головы ножом. К счастью, повреждения сотрудник получил не опасные для жизни, но тем не менее в отношении сотрудников, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318, это применение насилия в отношении сотрудника полиции, опасного для здоровья. В настоящее время данный гражданин помещен в изолятор временного содержания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудник, слава богу, жив, ему оказана медицинская помощь. Скажите, пожалуйста, какие конкретные действия можно отнести под формулировку применения насилия в отношении представителей власти? Законодательство у нас на сегодняшний день разделяет как и административные правонарушения, которые предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, и уголовно наказуемые деяния есть. Например, у нас есть применение насилия в отношении сотрудника полиции, там идет различие: опасные для жизни, не опасные, и кроме того есть посягательство на жизнь сотрудника органов внутренних дел. Это более тяжкий состав, и за посягательство на жизнь предусмотрена более тяжкая ответственность. Оскорбление можно отнести? Да, есть у нас и оскорбление. Это статья 319, публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей. Кроме того, у нас может быть и неповиновение требованиям сотрудника полиции, это уже административный состав. За виды этих
противоправных действий предусмотрены различные виды ответственности. Какие? Ну, ответственность разная в зависимости от совершенного деяния. Там, за, например, административное правонарушение, там, различные штрафы, вплоть до 40 тысяч рублей, ну и административный арест до 15 суток. А за уголовно наказуемые деяния, то есть предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, ну и смертная казнь также. Например, за 317-ю, за совершение преступления, предусмотрено статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрена уголовная ответственность, как я сказал, и пожизненное лишение свободы, и смертная казнь. А много ли у нас в республике вот таких вот преступлений, совершенных в отношении сотрудников полиции именно со стороны жителей? Вот, чтобы телезрители не запутались, я хочу привести цифры, статистику именно преступлений, то есть без учета административных правонарушений. Вот, к сожалению, у нас за последние несколько лет наблюдается тенденция роста зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением их служебных обязанностей. Вот, если брать статистику, то в 2014 году, например, за весь год было зарегистрировано всего 7 преступлений. В дальнейшем, в 2015 году количество выросло до 12 преступлений. И в 2016 году у нас наблюдается большой скачок, увеличение количества преступлений до 37. То есть получается, по сравнению с тем же 2014 годом, у нас рост 5 и более раз, то есть получается. Ну и за 6 месяцев текущего года у нас зарегистрировано уже 24 преступления, совершенных в отношении сотрудников органов внутренних дел. Вот, к сожалению, таких посягательств и применения насилия на сотрудников МВД становится больше. Я не знаю, с чем это связано. Граждане стали достаточно агрессивными, то есть и форменное обмундирование, форменная одежда, там, исполнение служебных обязанностей их никак не останавливает. То есть они могут и позволить себе и ударить. Были случаи, когда и применяли холодное оружие, травматическое оружие в отношении сотрудников полиции. То есть был случай даже поджога квартиры, то есть сотрудника из-за мести за его служебную деятельность. Какие противоправные действия обычно совершают граждане в отношении сотрудников полиции? Чаще всего? Ну, как я сказал, как правило, это бывает посягательство на жизнь, на здоровье сотрудников, на их непосредственно телесную неприкосновенность. Ну и у нас, вот я как сказал, был случай посягательства на имущество, то есть сотрудника полиции. А известно ли вам, сколько всего обвинительных приговоров было, например, в прошлом году? Или за текущий период с начала до июня? Ну, в 2016 году у нас судами рассмотрено всего 18 уголовных дел данной категории, да, связанных с посягательством на жизнь сотрудника, связанных с применением насилия в отношении представителей власти, именно из числа сотрудников МВД. Вот. На сегодняшний день, в 2017 году, таких уголовных дел рассмотрено 2. То есть также есть 2 обвинительных приговора. Артеш Вячеславович, наше время вышло. Вы можете обратиться к жителям республики. Уважаемые телезрители, уважаемые жители нашей республики, я бы хотел вас предостеречь от совершения каких-либо противоправных действий в отношении сотрудников полиции, в отношении сотрудников органов внутренних дел и да, вообще представителей власти, так как данные действия, они
несут в последующем свои правовые последствия. То есть, как я уже сказал, в различных случаях, там, в зависимости от тяжести противоправного деяния, возбуждаются дела как об административном правонарушении, так и уголовные дела. Потом люди привлекаются к административной или уголовной ответственности, и, соответственно, в будущем это является большим препятствием, как и для самого гражданина, который был осужден, так как и для близких родственников. Ну, судьба человека просто, можно сказать, ломается, и в последующем имеет свои правовые последствия, как судимого человека. То есть это при устройстве на госслужбу, при устройстве на службу в органы внутренних дел, другие правоохранительные органы. То есть возникают определенные трудности, и таких граждан, как правило, не берут. Вот поэтому я бы хотел все-таки напомнить вам, что такие действия, они недопустимы. Если со стороны сотрудников полиции, по вашему мнению, есть какие-то противоправные действия, противозаконные, если вы считаете, что он ведет себя недостаточно корректно и недостаточно тактично, то есть, пожалуйста, вы можете обратиться с заявлением как в дежурную часть МВД по республике Тыва, позвонить на телефон доверия, то есть или непосредственно в оперативно-розыскную часть собственной безопасности. Ваша жалоба обязательно будет рассмотрена, и вам будет дан ответ о принятых мерах. Спасибо. Спасибо, что пришли. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Министерства внутренних дел по республике Тыва, подполковник Артыш Кыргыз. Прервемся на рекламу, не переключайтесь. В мире столько же мнений, сколько людей. Все мы разные, но нас объединяет то, что все мы люди. Но бывает так, что обо всем народе судят по одному человеку. Мы родом из Тувы. Это маленькая и дружная республика южнее Красноярского края. Здесь живут тувинцы, русские, армяне, евреи, таджики, американцы, татары, киргизы. Вся Россия и весь мир представлен здесь. И мы такие же, как и жители Калужской области, Тюменской, Свердловской, Ленинградской и всей остальной России. Я тоже смотрю сериалы по выходным и ем пиццу. Я тоже еду в сервис, когда у меня барахлит движок. Я тоже заставляю себя бегать по утрам, хотя мне так лень. Я тоже ругаюсь с родителями, но мы не перестаем друг друга любить. Я также сильно люблю Россию, как и вы. Но мы в чем-то и различаемся исторически, физически, по разным признакам. Из-за твоей внешности или того, в какой семье ты родился, каким ты родился, какой-то религии тебе приписывают качества, которыми ты не обладаешь, и иногда они бывают негативные. Нет такого, что одна нация плохая, другая хорошая. Я жила в Индонезии на острове Бали и часто слышала от туристов, что индонезийцы скупые, злые, неприветливые. Хотя знаю по своим друзьям индонезийцам, что это очень дружелюбный и приветливый народ, который всегда готов прийти на помощь. Это обидно, когда люди мыслят стереотипами. Так же думают и о Туве. В моей семье есть особенный человек. Мой брат – инвалид первой группы. Он не может ходить, не может говорить и не может жить в этом мире без чьей-то помощи. Так произошло из-за ошибки врачей. Мне больно, когда люди задают вопрос: не боишься ли ты, что у тебя родятся больные дети? Сами того не замечая, мы заставляем людей расплачиваться за те вещи, которые от них не зависят. Каждый из нас уникален, но мы едины в том, что хотим жить в мире, чтобы наши близкие были счастливы. Мы хотим гордиться нашей Родиной.
Мы мало обращаем внимание на доброту и гостеприимство людей в нашей стране и в Туве в частности. Разве этого мало? Это новости на канале «Новый век». Продолжаем выпуск. Практика проведения тувинского свадебного обряда для сотрудников культуры Кызылского района не в новинку. Первый тувинский свадебный обряд был организован в прошлом году. После уже число молодых пар, готовых провести самый главный праздник семьи, стало увеличиваться. Так, в местечке Хадылых Кызылского района в торжественной обстановке и в лучших традициях тувинского народного свадебного обряда Саяна и Руслан Хамушку провели свое самое главное семейное торжество. На свадьбе по тувинским обычаям побывала и наша съемочная группа. Саяна и Руслан Хамушко официально зарегистрировали свой брак еще в 2009 году. После было не до свадебных торжеств. Учеба, работа и воспитание ребенка внесли свои коррективы в планы на жизнь. После 7 лет совместной жизни захотелось по-особенному провести самый главный день в жизни, признается Саяна Хамушку. На каком-то празднике услышали, что в Туве реализуется проект по проведению тувинских традиционных свадебных обрядов, и заинтересовались. Решили так провести, потому что наше нынешнее, настоящее время уже наши традиции забыты. Хотели как-то возродить, чтобы наши родственники как-то вспомнили все это, как это красиво. Очень жить красиво, когда со стороны смотрят. Мы же не посмотрели, поэтому точно сказать, что красиво, некрасиво не можно сказать, но по ощущениям очень хорошо. Традиционный кочевой быт и современная жизнь слились в одно еще при подготовке к свадьбе. Ощущение возвращения к народным истокам давало и само место церемонии. Родственники молодоженов еще до прихода гостей подготовили юрты. Свадебный ритуал начался со сборов невесты к торжеству в юрте родителей. Девушки подарили украшения и заплели еще одну косу, которая обозначает новую замужнюю жизнь. После наставлений и благопожеланий матери невесты на девушку надевают свадебный наряд, головной убор, думалай и серебряные украшения. Прощание с родительским домом, 3 круга вокруг юрты, и невеста отправляется в путь. Дядя девушки провожает ее до дома будущих родственников. Конную процессию с невестой родственники жениха встречают по традиции на перевале. По тувинской традиции невеста на лошади также 3 раза обходит юрту, предназначенную для молодой семьи. Далее она заходит в юрту родителей жениха и поклоняется очагу. Следом свекровь ей преподносит чай с молоком. По традиции девушка отпевает и отдает родителям. Этот обычай показывает, что невеста стала их дочерью. Далее жених и невеста выходят. Свекр открывает думалай, фату невесты, и произносит благопожелания. Смысл обряда заключается в том, что с этого момента новый член семьи может общаться с другими родственниками мужского пола со стороны жениха. Далее жениху и невесте обвязывают руки, что символизировало объединение 2 совершенно разных людей в одно целое. Также дают кусок мяса, который они должны откусить со своей стороны. После невеста показывает свои навыки в разжигании огня и варит традиционный тувинский чай. Впервые сотрудники культуры Кызыльского района провели стилизованную национальную свадьбу в селе Целинное в 2015 году. Это и стало отрывной точкой в возобновлении тувинских традиций и обрядов. Национальный тувинский свадебный обряд сегодня практически забыт. Сейчас торжества привыкли отмечать в ресторанах. Однако национальные свадебные обряды в Туве начали проводиться с прошлого года. В общем, в местах более приближенных к кочевому образу жизни наших предков, начали задуматься над этим, и мы, наши работники, продумали этот сценарий.
в общем-то, показать именно те обряды, которые очень хорошо могут показать наши вот эти хорошие традиции, которые можно использовать уже в наше современное время. Как призналась мама невесты, подготовить свадебные наряды для молодых и родителей было самым легким делом из всех подготовительных работ. Так как впервые проводим настоящую традиционную тувинскую свадьбу, были непонятные многие моменты, но благодаря советам и подсказкам взрослых смогли организовать эту свадьбу. Узнали много нового, например, как отдавали замуж дочь, как ее провожали и как готовили приданые невесты. После проведения основных свадебных обрядов перед юртами прошли соревнования по стрельбе из лука, метанию аркана. Стоит отметить, что обязательное требование для гостей свадьбы – тувинские национальные костюмы. Это придало празднеству неповторимое настроение. Ника Катина, Чинчи Самбуга, РС Хавалык, телекомпания «Новый век». На протяжении всей прошлой недели в этнокультурном комплексе Алденбулак проходил молодежный форум «Команда Тувы-2030». Программа форума была интенсивной и образовательной. Были организованы встречи с успешными предпринимателями, экспертами и общественными деятелями. Их неоценимый опыт помогли некоторым участникам создать новые проекты, которые будут рассмотрены уже в следующем году. Также талантливая и амбициозная молодежь региона представила экспертам свои социальные проекты по развитию Тувы. О том, что еще происходило на форуме, расскажет Чинчи Самбуга. Команда Тувы-2030 – пространство для реализации целей. Участники форума в течение 4 дней вплотную работали с приглашенными специалистами из разных регионов России. Творчество, отдых и вдохновение талантливыми людьми Тувы – вот одно из направлений мероприятия. Стоит отметить, что атмосфера, которая была на форуме лидеров Тувы, заряжала и давала силы каждому для будущей реализации проектов. Ученые говорят, что есть такое информационный шум. Мы просто... Вот иногда порой спрашивает тебя человек: ну, ты слышал про эту новость? А ты такой: что? А там прям просто сенсация. А вы просто попали в этот информационный шум и не услышали ничего, потому что очень много информации сейчас в социальных сетях. Около 100 участников – это молодые специалисты, преподаватели школ и колледжей, руководители студенческих молодежных землячеств. Одним словом, активные молодые люди, которые уже реализуют свои проекты. Главная задача форума – сформировать общереспубликанскую сеть активистов, содействующих в реализации государственной молодежной политики. Также на форуме лидеров молодые люди могли пообщаться и задать интересующие их вопросы первым лицам региона в неформальной обстановке. Ездили на форум Бирюса, представляю коренные малочисленного севера. То есть, потому что кожанцы – это, наверное, такой народ, который чтит свои традиции. Мы достойно представили нашу тувинскую культуру и быт, поэтому в этом можете увидеть. И еще я нахожусь здесь, чтобы поучаствовать в каждом конкурсе для того, чтобы узнать, насколько это будет актуально. Молодежный форум лидеров команды Тувы-2030 стала новой, современной и результативной площадкой для реализации социальных проектов, которые направлены на развитие того или иного района и республики в общем. Помимо этого была подготовлена и развлекательная программа, где активисты могли познакомиться и в последующем, возможно, создать общие проекты. Тренинги на формирование проектных групп, обучение совместной работе в игровой форме, семинары по созданию и разработке приоритетных задач дали участникам с новой стороны посмотреть на свои работы, чтобы учесть и улучшить свои слабые стороны в тех или иных проектах. Ставьте пробел. То есть, например, 39 тысяч пробел 600. Понятно? Это просто так экспертам удобнее, чтобы в этих цифрах не сидеть, не ковыряться. Форум лидеров команды Тувы-2030 – первый молодежный форум, организованный в соответствии с большинством рекомендаций по организации молодежных форумов и, несмотря на относительно малое количество участников, стал важной площадкой для развития региона. Чинчи Самбуга, Игорь Стародумов, Лев Маркарян, телекомпания «Новый век». И в завершении выпуска о погоде передаю слово моей коллеге Музе Черепановой. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на телеканале «Новый век», в студии Муза Черепанова. Но сначала о нашем спонсоре. До конца лета осталось совсем немного, но не стоит расстраиваться, потому что совсем скоро наш город посетит с гастролями единственный в России цирк Шапито на льду «Гранд Сафари». Вас и ваших малышей ждет фееричный карнавал на льду, искусные акробаты, ловкие жонглеры, озорной клоун Лёлик, дрессированные животные и многое другое.
Всего 4 дня в Кызыле, южный микрорайон, бывший авторынок, с 17 по 20 августа. Билеты уже в продаже в Национальном театре. Справки по телефону 8 923 550 06 22. Заранее приобретенный билет – гарантия хорошего места. Кызыл, встречай! Впервые в городе только 4 дня с 17 по 20 августа. Зимнее волшебство летом. Гастроли цирка Шапито на льду. Гранд Сафари. Купол цирка расположен на территории сельхозрынка напротив Пентагона. А теперь о погоде на предстоящие сутки. 8 августа в Кызыле днем облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь и гроза. Плюс 25, плюс 27 градусов. Вечером и ночью без осадков. Температура воздуха составит плюс 17, плюс 19. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 18 метров в секунду. Давление составит 697 миллиметров ртутного столба. Неспокойное геомагнитное поле. Относительная влажность воздуха 43%. В течение суток местами по республике Тыва ожидаются сильные дожди и усиление шквалистого ветра до 20-25 метров в секунду. Я желаю вам хорошего вечера. До новых встреч! Это все, о чем мы успели вам рассказать. До встречи в эфире.